Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ. Исәнмесез, кадерле дуслар. Хайырлы күн. Наверняка вы уже успели подумать, почему мы, ведущие программы Татар ТЗ, сейчас находимся в поле. Ну что ж. Начинается деревенский этап нашего конкурса, и нашим девушкам сегодня предстоит освоить мастерство, которым в совершенстве владели наши предки. Нинди. Хазыр өзің көрерсің. Смотрите сегодня в программе. Место встречи – село Кунашак. Все ли травы одинаково полезны? И на что участницы проекта готовы ради победы? Секреты удачной рыбалки. Сколько карасей за 1 минуту почистит настоящая татарочка? Тебе почему рыбку не жалко, А что ее жалко-то? Окрестности села Кунашак – одно из самых живописных мест Южного Урала. Говорят, что когда-то здесь проходил Великий Шелковый путь. Однажды уставшие после долгой дороги купцы воскликнули «Ночуем здесь!». С татарского «Кунашак» переводится как «место для ночлега». Купцы не ошиблись. Край оказался не только красивым, но и очень богатым. И сегодня участницам нашего конкурса предстоит в этом убедиться. Это всегда самый яркий, самый интересный, самый веселый, задорный конкурс. Это деревенский, это, наверное, вот самый запоминающийся. Ну и сама природа сегодня, и погода благоволит, потому что смотрите, какое сегодня ясное небо, белые облака. А погода сегодня важна как никогда. Первый этап конкурса пройдет на лесной поляне. Кызлар, мы вас приветствуем на этапе Даруляннеры. Исходя из названия, вам необходимо в течение 5 минут собрать лекарственные травы. Поэтому алга! Татарочкам предстоит не только собрать как можно больше лекарственных трав, но и правильно назвать их на татарском. И будет совсем хорошо, если они смогут рассказать, как правильно принимать средства из зеленой аптеки и от каких недугов они помогают. Крапива очень колючая. Местные жители уверены, с этим заданием девушки справятся легко. Лекарственных растений в кунашакских лесах видимо-невидимо. Мы всегда собираем обязательно мать и мачеху. Это у нас уже нужная трава. Душицу обязательно. Мелису обязательно. Вот у меня есть дома набор вот этих трав. Я всегда добавляю чай. Татарочки, похоже, уверены в своих силах, поэтому не слишком торопятся. А между тем время неумолимо истекает. Все, теперь пора удивлять своими знаниями наше строгое жюри. Балтырганның ошы тәмні, балтырганны былай да ошысаң була бик файдалы, витамин С, иммунитетка әйбәтинде. И жюри действительно удивлялось не раз и не два. Кровохлебка лекарственная – это вообще замечательное средство, потому что кровохлебка имеет такое уникальное свойство останавливать именно внутреннее кровотечение. То есть кровохлебку используют в виде чая какой-то, эмульсии, да, которую принимают внутрь, и она останавливает внутреннее кровотечение. Юлия Сербаева – врач, поэтому ее ответ самый профессиональный. Бывают даже такие заболевания, которые трудно лечить современными медицинскими средствами. В этом, конечно, помогает фитотерапия. И знания в этой области очень часто помогают и выручают. Но дальше всех пошла Нафиса Гареева, решившая продемонстрировать жюри волю к победе и чудодейственные свойства крапивы. Был пырей, малар наша татарган үлән. Борщевик. Варят борщ из него. И еще вот эту штучку, если чистить, она очень вкусно ее кушает. Ну, земляника это, в принципе, ягода вкусная, и когда завариваешь чай, она очень приятно пахнет. Ну и для здоровья тоже, конечно, полезно.
Члены жюри остались очень довольны ответами, а наш гость из Республики Татарстан, участник группы «Kozan Yigitlari» Артур Мингазов, искупал девушек в комплиментах. Балаларны аңлатырлар, балаларны күрсәтерләр, ни өчен менә шушы кайын агачы нәрсәгә полезный икәнен менә шуңа күрә мин бик шатмын. Бик шатмын менә шундый конкурслар булуына. Бу бик поучительно. И чтобы окончательно развеять сомнения в талантах наших участниц, решено устроить завтрак на траве. Все это кулинарное великолепие девушки приготовили сами. Короткая передышка и снова за дело. Следующий этап конкурса пройдет на берегу озера Уелги. Руслан, у меня для тебя есть одна загадка. Так. Койрыгы бар, хайван түгел, канаты бар, куш түгел. Зульфия, очень сложная загадка. Что это такое? Ответ вместе с нашими участницами мы найдем прямо в этом озере. В Уелгах водится знаменитый кунашакский карась. Его можно отличить по характерному золотистому окрасу. Жареный, с лучком и сметаной. Пальчики оближешь. Кызлар, мы вас приветствуем на новом испытании. Внимательно послушайте задание. У вас ровно 2 минуты для того, чтобы подбежать вот сюда и сделать так, чтобы именно в вашем тазике оказалось максимальное количество рыбок. Понятно? Готовы? Ну что? Бер, ике, үч, алга! Все нормально! На долю секунды показалось. Сейчас подерутся, но нет, конкурс закончился мирно. Правда, у одних всего несколько штук, а у других таз почти полон. Меня аудан балықты шығару бик ауыр болды. Мен бір қашанда маған тиклем балықты аудан шығараным жоқ еді. Раздобыть рыбу – это еще полдела. Нужно ее почистить. Причем жюри будет оценивать не только количество, но и качество. Тебе почему рыбку не жалко, а? А что я жалко-то? Ты жестокий человек? Нет, я не жестокий человек. Ну рыбу-то и все едим. На одну рыбку у наших участниц уходит не больше минуты. Потрясающая скорость. Оказалось, для большинства из них это вполне привычное дело, а многие и вовсе заядлые рыбачки. Мен бәләкәй шоқтан балыққа ерге ярата торган идем. Шуның өчен без дуслар белән балыкка барып, алып кайтып, әнием миңердән шу балыкны тазарттыра иде. Молодцы, да и только. Их мастерство по достоинству оценили более опытные хозяйки. Кызлар барсы да шәп кожа бикәләр, барсы да дан итеп тазарттылар балыкны, ауны бүрсәделәр, афариннар. Стихии воды и земли покорены, а дальше наших участниц ждет испытание огнем. Зуля, хорошо здесь, правда? Жить здесь намного интереснее, чем в городе. Встал в 5 утра, отправился на покос, потом на рыбалку, потом телегу починить нужно, скотину накормить, прополоть грядки. В общем, не жизнь, а сказка. Хорошо, уговорил. Остаемся еще на неделю. Бик яхше. А в следующем выпуске программы «Как приручить корову». Острая коса и немного сноровки. Кто лучше всех справится с заготовкой сена? Двигайся. Только вперед и не жалей кротов. Всегда ли первый блин комом? Самое вкусное испытание для членов жюри. Смотрите нас на канале ОТВ. И в завершении хочется добавить лишь одно. Bizne OTV kanalında koyarız.